أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Всевышний Аллах в Коране говорит: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. «О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и не умирайте, кроме как будучи мусульманами». Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Моя умма не объединится на заблуждении». И еще сказал, все это достоверные хадисы: «Я не боюсь, что моя умма впадет в ширк, но боюсь, что вы будете соперничать друг с другом в погоне за мирским». Ширк – это предавание Аллаху сотоварища, поклонение кому или чему-либо, кроме Аллаха. Сегодня ваххабисты, именующие себя салафами, таковыми не являются. Салафы – это жившие в первых 3 веках ислама семейство пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, сахабы, табиины, табы-табиины. К ним же относятся и имамы масхабов. قبائم عليه الصلاة والسلام سن ديزولش سن أصحابش تابعين تبع التابعين سوق بوشبوت أقمز بدي. Имам Абу Ханифа, который видел 6 асхабов, является табиином. Имам Малик, видевший асхабов, табиин. Имам Шафии и имам Хамбал – таби-табиин. Имам Ахмад бин Ханбал суюк и бога табع التابعي شيخ бол. Сәрсан дәрс өчхил бол. Имам Малик был учеником имама Абу Ханифы. Имам Шафии – ученик имама Малика. Также имам Хамбал, знавший 1 миллион хадис наизусть, имам Масхаба, был великим ученым. Ваххабисты утверждают, что являются последователями имама Хамбала и придерживаются его акиды, тем самым наводят клевету на него. Имам Хамбал чист от их акиды. Те, которые в Ингушетии, как Хамзат Чумаков и другие подобные проповедники, утверждают, что они придерживаются акиды имама Хамбала. Разве имам Хамбала был ваххабистом? Нет. А они говорят, что они в его акиде. Среди них один выкрикивает: «Я не знаю, кто он». Прочитайте книгу имама Ханбала «Ар-Радду аль-Джахмия». Если вы утверждаете, что эту книгу написал имам Ханбал, то вы лжете. Тексты, которые имам Захаби приписывает имаму Хамбалу, имам Хамбал не писал. Также книга Китабу Сунна, приписываемая вами имаму Хамбалу, не написана им. Нет цепочки, которая вела бы эту книгу к имаму Хамбалу. Если вы говорите о масхабе имама Хамбала, его имамах, его книгах, его акиде, то есть такие имамы, как Ибн Хамадан, умер в 690 году хиджры, 742 года назад. У него есть книга по акиде, факих, знаток усульна, большой ученый масхаба имама Ханбала. Имам Ибн Харис Тамими умер в 410 году хиджры, 1027 лет назад, великий ученый масхаба имама Ханбала. Им написана книга по акиде «И'тикадуль имами Мунаббаль». Ибн Джавзи, великий ученый масхаба имама Ханбала. Им написана книга «Даф'у шуббайт ташбих». Умер в 597 году по хиджре, 840 лет назад. Ибн Кудама написал книгу «Лум'атуль И'тикад», умер в 620 году по хиджре. 620 год, يعني أقل نوع هجر 817 لет назад.
Так вот, эти ученые, умершие 1000 лет назад, 850 лет назад, 800 лет назад, 700 лет назад, одни из самых великих ученых мазхаба имама Ханбала. Ими написана книга по акиде, и нигде в их книгах нет ссылок на Арадуль аль-Джахмия или Китабу Сунна, на которые ссылаетесь вы. Китабу Сунна бошал, женщина элир боша, аш дүйштол женщина силк шеш басер элимнах. Сути силк сайокар, кар акида туадюц. Эти ученые разъясняют акиду, и в этой акиде нет ташбиха, и нет акида ваххабистов. В этих книгах акида имама Ханбала, и эти ученые великие имамы этого мазхаба. Если вы не понимаете слова имама Шафии «ля кайфа ва ля ма'на» от Тавфиди, не понимаете слов имамов Абу Ханифы, Малика, Шафии, Ханбала, и без понимания высказываний саляфов вы будете обращаться к толкованиям Ибн Таймии, сына Абдуль-Вахаба, Ибн Усайми, Ибн База, вы не поймете их правильно. Правильное понимание придет тогда, когда вы обратитесь к большим ученым Ахлю Сунна валь Джамаа, следующим акиде Ашари и Матуриди, когда обратитесь к их толкованиям. أهل السنة والجماعة أشعري ما تريد عقيدة عبوش بولش بقيت علم نيت سوق أميلي تير معنش أش ديش عقيدة دشو 1300 1200. Если изучите книги ученых, живших 1300, 1200, 1800, 700 лет назад, у вас будет правильное понимание. Посмотрим на сегодняшнюю умму. Малайзия и Индонезия, где более 300 миллионов мусульман. Это мазхаб Шафи, акида Ашари и Матуриди. В Индии некоторые говорят 500 миллионов, другие 300 миллионов мусульман. Если даже 300 миллионов мусульман, большинство ханафиты, матуридиты. В южной части шафииты, ашариты. Пакистан, Афганистан, Средняя Азия, ханафиты, матуридиты. Ближний Восток, шафииты, ханафиты и хамбалиты, ашариты и матуридиты. Ближний Восток, ахалот шафи'i бу'на, Абу Ханифа мазхаб бу'н, Ханбали бу'н, قد سجع أشعري ماتريدي عقيدة توعن. إمام أحمد بن حنبل عقيدة تسان مصلح. Группа Аль-Асарияту в мазхабе имама Ханбала тоже относится к акиде Ашари и Матуриди. Почему? Они делали тауфид. Есть места, где они делают та'виль, так как имам Ханбал делал та'виль. Нам известно, где и как сделан та'виль. Например, где сказано «Ваджараббука», имам Ханбал делал та'виль. Эта группа не запрещала та'виль, и они относятся к акиде Ашари и Матуриди. В Северной Африке придерживаются мазхаба имама Малика. Южнее есть шафииты и маликиты в акиде Ашариты. شافي مذهب يعبش بون دقو بش مالكي مذهب يعبون أشعري عقيدة يعبون أشعري عقيدة يعبون. Мусульмане от Малайзии до Сенегала, от востока до запада, это Ахлю Сунна валь Джамаа, в акиде Ашари и Матуриди. Признают тасаввуф, следуют тарикату, поминают Аллаха и читают вирды. Почему? Потому что придерживаются акиды саляфов, живших в первых 3 веках и их пути. В те времена жили Дауд Таи, Мааруф Кархи, Сарию Сакати, Джунайб Багдади, Абу Язид Бастами, Ибрахим ибн Адам, Шаких Балхи, Хатим Асам, да будь доволен ими Аллах. Имамы мазхабов поддерживали с ними связь и признавали их. Знали, что они ахлю тасаввуф. И слово тасаввуф уже тогда было известно им. И тасаввуф была уже выделена как отдельная наука, и были книги по этой науке. Очищение сердца, обучение искреннему поклонению, поминание Аллаха находится в постоянном поминании Аллаха. Все это тарикат, все это тасаввуф. Есть тот, кто говорит, что будет делать только то, что делал пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалам. Но его слова расходятся с деяниями. Кто он после? В хадисе Кудси сказано:
Если в сердце одно, но на языке другое, и если на языке одно, а в сердце другое, это из признаков лицемера. Будь это Хамзат Чумаков, Цичоев Иса или другие подобные алимы, вы называете себя приверженцами Ахлю Сунны валь Джамаа и саляфами. Недостаточно причислить себя к Ахлю Сунны валь Джамаа. Нужно разобраться и узнать, так ли это. Когда призывают вас к диалогу, если неудобно собраться у нас, мы приедем к вам, вы игнорируете и не даете ответ. Если же вы на истинном пути, и вы проповедуете акиду Ахлю Сунна валь Джамаа, давайте вести диалог. Мы ученые сунны, говорит Цичоев Иса. Так разве не нужно убедиться, что ты ученый сунны? Никто не приезжал и не доносил на вас. Мы не опираемся на слухи. Якобы Хамкоев что-то сказал. В этом нет необходимости. Ведь все ваши проповеди в интернете имеются. Чумаков Хамзат, ведь ты же говоришь «Лякум динукум валиядин». Ведь ты говоришь «Оставьте мюридов кунта хаджи». У пророка, алейхиссаляту вассалям, нет с ним ничего общего. «Лякум динукум валиядин». Но в чей адрес был ниспослан аят «Лякум динукум валиядин»? Ты утверждаешь, что не выносишь такфир, не приписываешь кому-либо куфр и ширк. Но есть проповедь, где ты говоришь: «Если я скажу, что каждый второй в этой республике совершает ширк, я солгу, потому что я занизил». Это ведь твои проповеди. Также Боров Мухаммад Башир, ты же рассказываешь о сифатах улухия и рубубия, разделив акиду на 3 части, читая книги Ибн Таймия Абдуль-Вахаба, и также Цичоев Иса. Посмотрите на свои уроки по акиде, которые вы даете в своих мечетях. Кому нужно приезжать, пускать слухи, что вы сказали то-то и то-то? Вы же на этих видео в интернете. То, что вы говорите нам, и то, что говорите в своих проповедях на этих видео, не сходится. Нельзя взывать через устаза, это ширк. Нельзя просить ни у кого, кроме Аллаха, иначе это ширк. Все это ваши слова. Как будто мы говорим, чтобы обожествляли устаза. Просить через устаза – это причина, чтобы Аллах принял. Можно или нет, мы можем сесть и обсудить. Нам известны проводимые вами аргументы. Вы утверждаете, что за вами следуют тысячи. Если это так, почему вы не покажете этим тысячам свою правоту, сев с нами на диалог? Если вы на истинном пути, если такие смелые и вы такие львы, почему не сядете с нами на диалог? Мы готовы собраться там, где вам удобно. Хорошо. Если вы не хотите вести диалог с нами и просите не вмешиваться в ваши внутренние дела, почему вы не идете на диалог с теми, кто в вашей республике? Почему вы там не отстаиваете свою правоту? Если вы 1000 людей введете в заблуждение, и они войдут в ад, вы сами не погибнете? Разве вы не погибнете? Вы говорите: не разделяйтесь, нам завещано быть в единстве. Говорите о том, что другие разделяют людей. Вы же и есть те, кто разделяет людей. Вы людей разделяете. Своими проповедями вы разделили людей и создали группы, называющие себя учеными Ахлю Сунна, а остальных Ахлю Бида. Это вы. Это не открытие Америки. Это то, что есть. Ваши же слова свидетельствуют против вас. Нет необходимости, чтобы кто-то приезжал и рассказывал о вас. Вы считаете людей здесь настолько глупыми, чтобы они опирались на слухи, и что этим здесь кто-то может манипулировать? Нет, это не так. Те, которых вы вводите в заблуждение, вы сами заблудшие. Приписываемые вами ширк, куфр, ваше обвинение в бида, все это надоело людям. Мы призываем вас не говорить от имени имама Ханбала и не приписывать себя к его масхабу. Вы не следуете акиде имама Ханбала. Не говорите от имени имамов масхабов. Вы не следуете пути имамов масхабов.
Есть сахих хадис посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям: «Я оставляю вам Коран и Сунну». И также другой сахих хадис: «Я оставляю вам Коран и мое семейство». Если собрать потомков пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, до Мекки и Медины, до Марокко, и спросить у них, какой акиды вы придерживаетесь, признаете ли тарикат, вирд, взывание через устазов, то их акида та же, что и в Чечне и Ингушетии. Но они не в вашей акиде. Вы не говорите ингуши. Мы не обсуждаем ингушей. И не прячьтесь за ингушским народом. Ты и другие проповедники говорите, что если не считать несколько единиц людей, остальные все ваши. Но как же так? Ведь твои слова Чумаков Хамзат. Если я скажу, что каждый второй в этой республике совершает ширк, я солгу, потому что я занизил. Вы говорите, что слова в ваш адрес — оскорбление для всего ингушского народа. Если каждый второй там совершает ширк, что остается от ингушского народа? Кто же вы тогда? Одни противоречия в ваших словах. Мы не говорим о чеченском и ингушском народах. Мы все вайнахи. У нас один язык и традиции. Если отбросить все, вам бы следовало проявить адаб к тому, по причине которого вы приняли ислам. К вали Аллаха, кунта хаджи. С тех пор, по какой причине ислам сохранялся среди ингушей? Поминание Аллаха, собрание для поминания Аллаха. Мы не имеем в виду людей, рассказывающих искаженные вещи, не соответствующие книге Аллаха и Сунне, приписываемое устазу, мы стараемся убирать. Но если вы не проявили адаб к тому, что сделал устаз, вали Аллаха, и не следуете его пути, то слова о том, что вы признаете авлия, всего лишь слова. Мы лишь призываем вас обратиться к истине, призываем на диалог. Собраться можем там, где вам будет удобно, если доведете до нас ваши пожелания. Для этого нет никаких препятствий. В любое удобное для вас время и в любом месте мы готовы встретиться. Если пожелаете приехать к нам, мы радушно примем вас. На этом мы закончим. Пусть Всевышний Аллах возвеличит истину, убережет нас от заблуждений. Да убережет Всевышний от бед, невзгод и смуты всех мусульман. Да возвеличит Аллах умму пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. بقو طولل مسخل وجداله تلره ويدالر دويل مسخل وجداله زينخ ظلمخ بيتنخ سيس زلخه لر بويلق بصرنخ يلچن امت عليه الصلاه والسلام طول دويلق مسخل وجداله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.